Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров И Вероника Тантосова. Всем хорошего утреннего настроения, семейного доброго завтрака. Ну и, конечно, оставайтесь с нами. У нас есть темы для всех членов семьи. Сегодня поговорим о зимних активностях. Вот, например, Руслан каждое утро добирается до работы на велосипеде. Когда не холодно. Ну, неправда. Я сегодня тоже, кстати, добирался. Я говорю, холодно на улице. А мне говорят, классно проехался. Вот это настоящее позитивное зимнее настроение. Да, ну а также, друзья, у нас будут наши гости сегодня в студии. Мы пообщаемся на очень интересные темы. Но и как по традиции уже мы напоминаем про наш телеграм-канал «Утро Якутии». Вы можете подписаться на него, используя QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах. Задать вопросы, например, нашим гостям, в том числе и, например, кто придет завтра. А также хотелось бы отметить, что, как всегда, да, по традиции, также утренний эфир мы начинаем с погоды. Какая же погода за окном, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня минус 42, минус 31, в заречной группе 45-32 градуса холода, в южных 30-20 ниже 0. В Вельской группе минус 34, минус 20, Нижнеленских 29-28 со знаком минус, западных 32-14 градусов мороза. В Колымаге-Дигирской группе Улусов минус 52, минус 33, в Янских 42-33 ниже 0. На северо-западе минус 33, минус 27 градусов. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 38 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в столице солнечно, без осадков, ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Температура в Якутске днем минус 30, минус 32 градуса. Ну, довольно тепло, кстати. Да, ну я вот вчера, если, например, смотрел прогноз, такой, ну вот в телефонах обычный, там что-то было прямо утром будет под 42 градуса, а на самом деле достаточно тепло сейчас с утра, нет, поверьте мне. Да, достаточно тепло, я тоже подтверждаю, как-то и ветра нет, и приятная такая атмосфера. Ну, медленно, но верно мы приближаемся к чему? Конечно, к тому, что у нас активности перерастут в какие-нибудь прям зимние, то есть можно покататься на чем-нибудь, скатиться с горы. Я вот с нетерпением жду этого момента. Ну а прямо сейчас переходим к не менее интересным вещам. Новости. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Правительство страны подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством. Как сообщается, речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с гражданами. Соответствующий список будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры можно будет только после подтверждения личности сотрудника через единую систему идентификации и аутентификации. Среди прочих мер приводится также обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов сотовых операторов отказаться от спам-рассылок и звонков. В России с 1 марта введут запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий добавил, что у тех регионов, кто уже перешел на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, но дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства России. По его словам, у данного решения есть и минусы. В холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой. Ну а коммунальщики Якутска перешли на усиленный режим вывоза снега с улиц. Для непрерывной работы задействовали 95 единиц специальной техники и 55 сотрудников. Привлекаются и подрядные организации. С их помощью в период с 14 октября по 9 февраля вывезли на снежный полигон порядка 176 тысяч кубометров снега. Силами Якутдорстроя с улиц Якутска было убрано 131 тысяча кубометров снега, подрядными организациями 45. Отмечу, что снег вывозят круглые сутки. В данный момент у нас работает 5 потоков по следующим улицам. Это микрорайон Марха, улица Школьная, улица Мархинская, улица Олега Кошевого, улица Кирова и проспект Ленина. Также у нас задействованы противогололедные мероприятия. Проводится подсыпка речным песком перекрестков и карманов автобусных остановок. Проводится грейдирование улиц. По улицам улица Дальняя, Клара Цеткин, Кутузова, Ленская, Пионерская, Ушакова.
Далее расскажем о наступающих праздниках. Наиболее популярными подарками, которые мужчины хотели бы получить на 23 февраля, являются гаджеты и электроника, инструменты для ремонта и авто, а также одежда и аксессуары. Об этом говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований ОРА. Отмечу, что выбор подарков зависит от возраста. Так, молодежь чаще всего выбирает гаджеты, спортивные товары и подарочные сертификаты. Мужчины среднего возраста предпочитают инструменты, гаджеты и одежду, а старшее поколение хочет получить в подарок одежду и аксессуары. Согласно исследованию, 58% опрошенных считают главным критерием выбора практичность. Для 26% важна эмоциональная значимость. В свою очередь, 9% обращают внимание на оригинальность, а 5% респондентов оценивают стоимость. Отправляются в путешествие с целью посетить музеи и достопримечательности 14% россиян. 13% уезжают, чтобы посетить концерты или театральные постановки. 9% чтобы побывать в парках аттракционов или клубах. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ЖД-билетов. В целом, посещение различных мероприятий и заведений важно для 36% путешественников, другие 48% выбирают спортивный досуг. 21% лыжи и сноуборд, 18% серфинг, дайвинг и виндсерфинг, 8% горный туризм и альпинизм и всего лишь 1% велотуризм. Об этом сообщают в сервисе. Согласно исследованию, 37% респондентов путешествуют ради своего увлечения раз в год, 27% раз в несколько лет, чередуя выезды из-за хобби для отпуска. 21% отправляются в поездки раз в полгода. Вот такие события сегодня в центре внимания, но чтобы оставаться в курсе всего, что происходит вокруг, важно не забывать и о себе. Ну а прежде чем мы приступим после таких насыщенных новостей к утренней зарядке, хотелось бы отметить, что у нас сейчас в телеграм-канале есть закрепленное сообщение. Перейдя туда и в комментариях вы можете задать вопросы нашему первому гостю, который появится в студии через несколько минут. Это у нас представитель госавтоинспекции. И все, что вас интересует по поводу автошкол, да, то есть выбор автошкол и так далее. Как сделать правильный выбор, как сдаются экзамены, что нужно помнить, когда вы готовитесь к экзамену, какие изменения произошли в законодательстве. Ну а прямо сейчас возвращаемся к фокусу на себя, к здоровому образу жизни и делаем зарядку. Сегодня мы с вами немножечко будем активничать и добавим в наши тренировки небольшое кардио. Поехали! Дышим. Колено мягче, спинка прямая. Еще. Слушаем темп. Улыбаемся. Готовимся к новому дню. 3, 2, 1. И переходим на захлесты. Поехали. Работаем с носочком, мягко, не отбивая стопу. Дышим. Хороший глубокий захлест до ягодицы. Увеличиваем пульс. 3, 2, 1. А теперь пойдем в выпрыгивание. Солнышко. Выдох, выдох. Еще. Продолжаем. Выдох, выдох. Еще. Не останавливаемся. Выдох, выдох. Ручки прямые, мягкое колено. Работаем с носка. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Закончили. Ноги широко. Соединяем. Марш-марш. Выдох, 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 выдох. Вдох и выдох. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Марш-марш. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. 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 Еще. Выдох. 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 Продолжаем. Выдох. 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 Еще. Дышим. 3, 2, 1.
Стоп. Марш, марш. Здесь у нас будет еще 2 повтора. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Три, 2, 1. Марш, марш. Дышим. Еще будет подход. 3, 2, 1. Поехали. Выпрыг. Прыг. 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 Мягче. Мягче. Еще. Еще. Выдох. 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 3, 2, 1. Марш, марш. Дышим. Мы уже у финишной прямой. Еще. Крайний. Ручки вверх. Стоим. Ножки шире. Округлились. Закрылись. Выросли. Еще. Выдох. Еще. Выдох. Продолжаем. Выдох. Еще. Выдох. Вверх. Удержание. 3, 2, 1. Стороны. 3, 2, 1. Ручки вниз. 3, 2, 1. Сняли, закончили. Ну что ж, всем отличного дня. До встречи. Ежедневная утренняя зарядка поможет вам стать выносливее и активнее в физическом плане. А пешие походы даже в зимнее время для вас будут не проблемой, а полезным и увлекательным занятием. О том, как одеться и других тонкостях прогулки на природе, узнаем далее. Доброе утро, друзья! Мы находимся на одной из самых высоких точек нашей долины. Сзади, как вы видите, прекрасный фон, город утопает в тумане, а здесь солнечно, здесь голубое небо, чистый воздух и прекрасный заснеженный лес. Сегодня мы пройдем по прекрасному маршруту, поделимся походными хитростями, расскажем о зимних лайфхаках, которые позволят вам гулять более комфортно, одеваться правильно, питаться правильно и использовать свой выходной по максимуму. Пока мы двигаемся по легкой утоптанной тропинке, я расскажу немножечко о том, как лучше всего одеться в зимний поход. Дело в том, что длительное пребывание на свежем воздухе зимой, конечно же, да, может привести к неприятным ощущениям, к замерзанию. Что рекомендуют опытные путешественники, туристы, ну да и просто экстремальщики, любители активного отдыха, для того, чтобы не замерзнуть зимой в лесу? Во-первых, в одежде важна многослойность. Мы надеваем сперва нательное термобелье. Причем момент такой, что термобелье тоже бывает разное по назначению. Есть термобелье для таких неспешных прогулок, либо для статичного отдыха, то есть это зимняя рыбалка, может быть, подледная, где немного движения. Есть такой класс термобелья. Есть белье для активного движения. То есть, если вы занимаетесь бегом, велоспортом, вот таким трекингом, то, естественно, вам нужно брать и использовать термобелье, которое рассчитано на нагрузку. Вторым слоем обычно идет что-то флисовое, флисовый костюм, флисовая куртка, может быть, для того, чтобы удерживать тепло. И третий слой, как правило, это уже внешка, это ветрозащищенная куртка, какой-то пуховик. Между ними, в зависимости от температуры, можно еще добавить меховой вязаный жилет или что-то такое, если совсем температуры низкие. Когда хочется пить, мучает жажда, и если у вас нет с собой воды в зимнем походе, то, конечно же, казалось бы, вокруг множество снега. Но не все так просто. Снег в чистом виде кушать, пить крайне затруднительно и вообще опасно. Есть небольшой лайфхак, которым, конечно, желательно пользоваться только в самых, что ни на есть, экстремальных условиях. И связан он именно с утолением жажды с помощью снега. Берем немножечко снега, ну, в лесу он, безусловно, чище, чем в городе. И когда вас мучает жажда, так и хочется его просто начать жадно глотать. Но этого делать ни в коем случае, друзья, не стоит. Мы просто набираем немножко снега в рот. И нужно обязательно дождаться, пока он растает во рту. То есть во рту он должен превратиться в жидкость, в воду. И только тогда мы его с вами можем глотать. Перед тем, как заливать в термос горячую жидкость дома, перед тем, как наполнять его чаем, кофейком,
сперва просто залейте немного кипятка и оставьте на пару минут. То есть буквально несколько бульков кипятка и оставьте закрытый термос. Это даст возможность колбе нагреться. И налитый после этого напиток, он уже не будет отдавать тепло холодным стенкам и будет держаться дольше. Если у вас замерзают пальцы, просто нужно достаточно резко и быстро вот так вот встряхнуть кисть. То есть как мы сбрасываем градусник, встряхиваем градусник, очень резко, чтобы кровь прямо прилила к конечностям. Вот так вот. Таким образом мы пригоняем кровь к конечностям. То же самое можно сделать с ногами. То есть делаем такие пинательные движения, встряхивательные. И буквально через несколько минут почувствуете тепло, кровь начнет приливать к пальцам, которые чаще всего замерзают. Вот таким образом можно немножечко разогреться. Все мы берем с собой гаджеты, берем с собой какие-то смартфоны, планшеты, чтобы поснимать, быть всегда на связи. И в зимнее время они бывает, что часто замерзают. И таким образом выходят из строя, отключаются. Мы используем вот такие вот прекрасные меховые ручной работы чехольчики. Каждый самостоятельно дома может сшить его под размер телефона. Это вот такой чехол из шерсти, горного, не побоюсь этого слова, барана. Подшивается под размер телефона, предохраняет от замерзания, от переохлаждения. И кроме того, он избавляет от конденсата. Телефон, когда лежит в грудном кармане, бывает, что намокает. И, конечно же, тоже это неприятный момент. Вот такая незатейливая вещь. Наверняка они продаются, но если вы сошьете с любовью самостоятельно такой чехол, он вас избавит от многих проблем с гаджетами. Пользуйтесь! Ну что, пешком в поход сходили, а тем, кто не хочет ходить пешком на дальние расстояния, а предпочитает проехаться с ветерком, да еще и за рулем собственного автомобиля, но не имеет еще прав водителя, будет полезен наш следующий разговор с гостем в нашей студии. У нас в гостях представитель госавтоинспекции, ответственный за экзаменационную работу, технический надзор и регистрацию авто-мототранспортных средств по Республике Саха-Якутия Константин Березовский. Доброе утро. Поговорим мы о том, как получить права, что изменилось в правилах обучения в автошколах и как подойти к выбору эффективных и надежных курсов. Доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Ну, это на самом деле животрепещущий такой весной вообще вопрос для всех, кто хочет стать обладателем прав. С приближением весны многие начинают искать автошколы, смотреть, какие изменения. Много ли у нас таких центров обучения и на что обратить внимание при их выборе? То есть, ну, вроде они все похожи, но наверняка есть какие-то различия. Ну да, действительно, у нас на территории города Якутска пока 18 учебных Довольно много. учреждений, да, плюс еще мы ожидаем, что откроется 2, то есть будет 20. На что обратить внимание? Конечно, в первую очередь, это материальная техническая база. И чем она лучше у учебного учреждения, тем лучше качество обучения. Это главное и первоочередно. И я бы хотел еще бы порекомендовать нашим жителям, что это не та услуга, где можно экономить, где можно искать что-то подешевле и так далее. Чем услуга качественнее, тем она будет, соответственно, дороже. То есть, ну, соответственно, и больше практики будет. Да, все верно. Ну, то есть не пытаемся сэкономить, ищем, Нет, где больше это- транспорта, где Да. больше вариативность. Ну и Да. кто хочет такие какие-нибудь специализированные, там же еще специализированные виды транспорта тоже нужно искать, чтобы они были в наличии. Да, обязательно. Что касается программы, все ли автошколы работают по единой программе и вообще вот как удостовериться именно в качестве самого обучения? Ну, вообще, у нас идет и единая программа вне зависимости от типа трансмиссии и категории и так далее. То есть все учебные учреждения, они ведут одну и ту же программу, но, правда, могут эту услугу, да, предоставлять чуть-чуть по-разному. Кто-то более качественный, кто-то менее качественный. Ну, то есть от количества часов, наверное, еще зависит, да? Ну да, обязательно. А чему уделить больше внимания? То есть сейчас у нас есть своя специфика вождения, да, то есть это в зимних условиях. Вот как к этому отнестись? То есть стоит ли, допустим, пойти зимой именно учиться, чтобы все тонкости вот, вождения в зимний период, или наоборот весной, когда есть гололед, то есть тоже учитывая там, расстояние до ближайшего там, транспортного средства, да, чтобы все эти интервалы правильно соблюдать?
Ну, вообще, обычно, конечно, люди у нас учатся так, как им удобно. Однако, лично я рекомендую, конечно, если люди хотят обучаться, люди хотят уже управлять транспортным средством на постоянной основе, это начинать вот в это время года, чтобы с весны, с поздней весны уже начать управлять транспортным средством и не делать перерывы, чтобы не потерять навыки. Потому что многие у нас в зимнее время не управляют транспортным средством, пока идет этот большой перерыв в силу малоопытности. Люди свои навыки теряют, и, соответственно, весной возникают у нас проблемы. Ну, то есть начинается все сначала. Да, а что делать, вот, допустим, жителям населенных пунктов, где нет, например, автошкол? Можно ли как-то пройти курсы онлайн? Ну, вообще есть такая, да, проблема. У нас есть ряд районов, где мы и в целом мы не принимаем экзамены, потому что отсутствует, да, там дорожно-уличная сеть для проведения. Что касается онлайн, это, к сожалению или к счастью для нас, это невозможно, потому что обучение — это не только теоретическая часть, но и практическая. Если мы в теории сможем с вами подумать, что да, мы действительно мы можем выучить, да, теорию, нам могут ее объяснить онлайн и так далее, но вот что делать с практикой, тут уже возникает огромный вопрос. Да. Как вы оцениваете сейчас уровень подготовки наших водителей? То есть есть ли необходимость там, переподготовки, вы считаете? Вообще необходимо ли обновлять с учетом изменений законодательства знания? Ну, что касается уровня, я могу сказать, что совершенству нет предела, и хотелось бы, конечно, чтобы это было лучше. Очень бы хотелось, чтобы наши граждане приходили на экзамен именно уже конкретно подготовленными. Не то, чтобы посмотреть, попробовать, а шли вот как раньше. Экзамен, все, у меня единственное, вот, возможность Попытка сдать. Вот. Что там еще было? Ну, есть ли необходимость переподготовки? То есть законодательство меняется, меняются правила, меняется даже разметка у нас, да, вот время от времени, если смотреть вариативность, вот площадь Орджоникидзе, да, то есть одностороннее движение, двустороннее движение, там сейчас разноска поворотов новая. То есть вот такие вещи хотя бы, ну, какую-то информационную базу просмотреть, да, какие изменения были. Ну, смотрите, вообще вот у нас идет общая, да, программа, общая, ну, к примеру, для категории Б автоматическая трансмиссия — это 55 часов практики, к примеру. Вот. Это кому-то достаточно для обучения, чтобы управлять транспортным средством уверенно, а кому-то этого мало. Поэтому я хочу порекомендовать всем, кто обучается, реально оценить свои навыки и не стесняться брать дополнительные уроки практики, если это необходимо. Ну, наверное, надо еще напомнить зрителям, чтобы автолюбители смотрели всегда на знаки, потому что бывает, что изменения какие-то происходят. Ну, вот, например, я не знаю, ну, частный пример, там, улица Винокурова, где одностороннее движение, например, да, многие просто по старой памяти едут и, соответственно, нарушают. Да, есть. Да, есть такое, но Хотя там висит кирпич. я считаю, что самообразование — это лучше, так сказать, спутник. Ну, а какие правила произошли, изменения в правилах приема и обучения? То есть какие экзамены принимаются, на что стоит обратить внимание, а что изменилось в обучении? Может быть, не все автошколы уже перешли на новую программу? Ну, в этом году у нас, в 25-м, не было ничего. У нас огромные изменения были в прошлом году, в 24-м, с 1 апреля. У нас главное изменение, главная для нас проблема — это увеличение интервала между попытками. То есть, что это означает? У гражданина есть возможность сдать экзамен либо практическую, либо теоретическую часть в органе госавтоинспекции с интервалом не менее 7 дней 3 раза. То есть, грубо говоря, у него есть 3 попытки. Это Последующее, да, вот он в течение месяца он может ходить и сдавать экзамены раз в неделю. 3 попытки. 4-я, 5-я, последующие, если он сдать не сможет, раз в полгода. То есть, о чем я в самом начале сказал, на экзамен надо идти максимально подготовленным, чтобы исключить вот эти большие интервалы. Почему? Потому что люди за эти полгода
теряют навыки, им приходится обучаться заново, оплачивать заново и так далее. Они где-то поторопятся, где этого вообще не нужно делать, а потом страдают. Но, к сожалению, мы должны выполнять эти нормы регламента, мы это обязаны делать. Вот. Но где-то это тоже плюс для нас, потому что у нас этим самым снизился поток людей. Очень многие люди стали более внимательны, потому что раньше это был 1 месяц, а сейчас это полгода. Это очень много. То есть некая мотивация Да, появляется у мотивация человека обязательно, конечно. с первого раза по возможности. Ну, это хорошо. То есть количество людей, которые готовятся качественно, стало больше. Обязательно. Что касается возраста, вот у нас также в телеграм-канале, да, похожий вопрос есть. С какого возраста можно обучаться в автошколе и получить права? В общем, что касается возраста, обучаться у нас можно на категорию А, категорию Б и категорию С с 16 лет. А права когда получают? При этом сдача экзамена у нас начинается прием с 17 лет, а выдача водительского удостоверения в случае успешной сдачи с 18 лет плюс 1 день. То есть в 17 лет можно сдать экзамен, Да. И затем по наступлению возраста совершеннолетия получить, соответственно, права. Да, 17 все лет. верно. Ну, спасибо за подробный рассказ, очень интересно. Я уверена, что все, кто мечтает получить права, для себя что-то отметили. Ну, а кто еще не задумывался, задумается и поймет, что нужно готовиться сразу качественно, искать не только красивую автошколу, но и автошколу с хорошим количеством часов для того, чтобы попрактиковаться. Спасибо. Все хорошо. От сложного выбора на пути к осуществлению мечты стать обладателем права управления железным конем переходим к сложностям, с которыми сталкивается каждый из нас. Проблемы выстраивания отношений с нашим будущим, подростками. Подростковый возраст – время бурь, метаний и вопросов без ответов. Как найти общий язык с ребенком, который еще вчера был послушным, а сегодня замкнулся и бунтует, узнаем в следующем материале. Доброе утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Семейные дела» мы поговорим о такой теме, наверное, очень щепетильной для многих, когда подросток ничего не хочет делать. Чаще всего мы с этим сталкиваемся именно с детьми, когда они переходят в подростковый возраст. И совсем недавно из такого послушного и хорошего ребенка вырастает человек, который абсолютно ничего не хочет, да? Который просто закрывает дверь, который отгораживается от вас. И любое ваше предложение он встречает агрессивно или с апатией, абсолютно не изъявляя желания идти на контакт. Почему же это происходит? Чаще всего, конечно же, это именно процесс сепарации от родителя. То есть мы в этом случае действительно ребенку нужно время для того, чтобы перестроить свое психоэмоциональное состояние. И это действительно очень энергозатратный и трудоемкий процесс. Поэтому ребенку в это время хочется находиться наедине с собой, со своими мыслями. Но если мы замечаем то, что ребенок вообще ничего не хочет, он сидит в телефоне, он все время в наушниках, находится в своем виртуальном мире и ничто его не интересует. Тут нужно посмотреть. Во-первых, возможно сдать анализы, да, для того, чтобы исключить физиологические особенности, возможно, не хватает витаминов и так далее. Если все в норме, то, возможно, ребенок действительно устает, потому что дети сейчас очень заняты. У них, помимо учебы, у них там 100-500 кружков, куда они должны успеть, и везде они должны чего-то достигать, потому что вечером приходят, родители спрашивают, ну что, как у тебя успехи? Детям, конечно, сложно именно все успевать. Задача родителя для того, чтобы следить за тем, чтобы сон, отдых, питание и так далее было полноценным у ребенка. Часто бывает такое, что родители говорят, он ничего не хочет. Но вот тут не хочет, ребенок действительно ничего не хочет, или ребенок не хочет того, что хочет родитель. Возможно, вообще у него другие интересы. Возможно, в это время он, пока сидит в компьютере, на самом деле создает какую-нибудь крутую программу там, или видеоигру. Да? Родитель, не вникая в то, что важно для ребенка, делает свои какие-то выводы. Но при этом мы, родители, также учим детей своим собственным примером. Я неоднократно это повторяю, потому что если родитель сам сидит в телефоне, а мы любим это делать, да, то,
конечно же, ребенок также будет сидеть в телефоне, копируя поведение родителя. Поэтому, если мы хотим что-то внести, какие-то изменения в поведение ребенка, то начинаем опять же с себя. Хотите, чтобы ребенок занимался спортом? Ок, значит, сами встаем и начинаем заниматься спортом. Хотите, чтобы ребенок читал книгу? Вместе читайте книгу. Очень важно, чтобы родитель все-таки научился слышать своего ребенка, именно слышать, что он говорит. Не требовать, не заставлять, да, а очень мягко, бережно, помня о том, что это все-таки вот ваш ребенок, да, и постараться наладить контакт. Самое главное, чтобы вот эта вот ниточка доверия между вами, она не терялась. Чтобы ребенок понимал, что в любой ситуации он все-таки может обратиться к вам и получить поддержку, понимание, заботу, помощь и так далее. Иногда родителям действительно лучше отстать от ребенка и заняться собой. Действуйте, занимайтесь собой, развивайтесь, и я думаю, дети, следуя вашему примеру, также начнут интересоваться и более активно вести свою жизнь. Конечно, воспитать достойного человека – дело сложное, и действительно тут без личного примера не обойтись. Героем нашего следующего сюжета, молодым поэтом из Алекминска Александром Пшенниковым, мы уверены, гордятся не только родные и близкие, но и земляки. На днях там состоялась презентация сборника стихов первой изданной книги поэта. Очень необычная получилась в этот раз презентация сборника стихов, которую традиционно провели в Алекминской районной библиотеке. Первая книга, которая поэтический сборник Александра. Так у него были публикации в других сборниках, но вот именно чтобы отдельный сборник, это первый. Поскольку необычен и сам поэт, характер Саши вызывает уважение своей целеустремленностью, умением идти до конца. Дебютная «Ласточка» увидела свет. Сегодня невероятные эмоции, конечно, сейчас меня переполняют. Это действительно настоящее рождение. Да, это как рождение первого ребенка, можно сравнить. А ведь не скажешь по стихам, настолько нежные строки с легкой грустинкой, которые просто просят музыку. Мне сегодня приснилась весна в белоснежном наряде сирени, и от счастья схожу я с ума, и повсюду звучали свирели. Мне сегодня приснилась весна. Кстати, эти стихи идеально легли на разные жанры, и каждый наверняка легко найдет своего ценителя. Все эти глаз бездонных навсегда твои, папа. Все друзья мне говорят, что колдовской твой нежный взгляд, покоя он лишил и сна, но ты моя весна. Я к тебе не подхожу, но от любви с ума схожу, тебе 3 слова напишу, ты моя весна. Осень тихо помахала нам рукой, и на тройке дни умчались золотые. Громче пой, моя гитара над рекой. Строки о родном брате, который сейчас на СВО, и отце у многих вызвали слезы, которые сдерживали с трудом. Так близка сегодня эта тема многим. Братишка, ты не падай духом, твой дед он ветеран, войну прошел. Снаряд немецкий просвистел над ухом, инвалидом он домой пришел. Эй, братишка, ты как дед когда-то тоже стал связистом, и не зря. Написано именно тогда, когда папашу забрали на фронт. Он как-то маме позвонил, естественно, стало известно, что его забирали туда. Естественно, у него настроения никакого не было. И у меня буквально на следующее утро я просыпаюсь, и как-то захотелось его поддержать. И вот родились эти стихи, но там как соприкасается еще с военным прошлым нашего деда. Самые теплые слова родителям. Они не учили Сашу писать стихи. Они научили его жить и смотреть вперед с верой в свои силы. Самое важное, конечно, это вот поддержка всех людей, да, в его творчестве, поддержка семьи в первую очередь. Вот.
патриотизм вот в его лирике, в его стихотворениях не просто же так появился. Он это же заложен, получается, в семье, правильно? Вот отсюда вот это все идет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Творчество бессмертно, и здорово, что среди наших современников так много талантливых людей. И возвращаясь к истории, хочется вспомнить, что, например, 11 февраля 1980 году состоялась премьера одного из культовых фильмов Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Владимир Меньшов и команда создателей не приехали на церемонию вручения «Оскара». По версии самого Меньшова, в то время он был невыездным, и попасть в Лос-Анджелес не мог в принципе. О том, что он получил премию Американской академии киноискусств и наук, Меньшов узнал из программы «Время». Причем новость прозвучала в эфире только 1 апреля 1981 года. Церемония проходила 31 марта, и Владимир Меньшов счел, что это просто первоапрельский розыгрыш. Ну а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 11 февраля. Сегодня отмечают Международный день безопасного интернета, а также Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный день больного. По народному календарю Лаврентий Затворник Печерский. Лаврентию молились люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты. Этот день в истории. В 1809 году запатентован первый пароход. В 1928 году в этот день открылись вторые зимние Олимпийские игры в Сан-Морице, Швейцария. В 1928 году скелетон, состязания спортсменов-скелетонистов включены в программу Олимпийских игр. А в 1929 году, 11 февраля, Ватикан стал суверенным государством. В этот день родились Дмитрий Иловайский, русский историк, публицист; Томас Эдисон, американский изобретатель, предприниматель; Виталий Бианки, советский писатель, автор многих произведений для детей; Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня отмечают Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан и Яков. Мы уже упомянули, что сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день девочек и женщин в науке. Как сегодня обстоят дела у прекрасной половины в столь серьезной отрасли, расскажет наша гостья, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый-селекционер Елена Владимирова. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. И сразу же хочется спросить. Мы знаем, что вы состоите в Лиге женщин-ученых, разработали новый сорт даже, получается, пшеницы. И к тому же вы многодетная мама. Скажите, как это все успеть? Так, ну в Лиге женщин я уже давно. Сейчас президентом Лиги является моя коллега Иргустана Михайловна Алексеева. Она ученый-секретарь нашего института. И сейчас около 700 ученых женщин включены в эту лигу. Это доктора наук, это кандидаты наук, а также женщины, которые трудятся вот в науке. Потрясающе получается объединять в себе и науку, и какие-то, не повеселые изобретения, потому что селекция это же очень сложно, да, и еще заниматься детьми. Скажите, а много ли у вас коллег женщин? Да, ну, если посмотреть наш институт, то у меня коллег женщин очень много. Это замечательные ученые, которые занимаются и селекцией. У нас есть еще ветеринария, животноводство, а также экономика, да, то есть разные сферы по сельскому хозяйству, то есть научная сфера по сельскому хозяйству. Женщин много. Ну, а насколько перспективно сейчас женщине заниматься наукой? То есть раньше говорили, что не воспринимают, да, что женщины все-таки в науке приходится пробивать себе дорогу. Вот сейчас изменилось ли отношение и насколько это можно объединять, получается, с семейным бытом? Ну, безусловно, мне кажется, сейчас очень много женщин-ученых, которые показали себя в своей сфере, да, деятельности. Наука это требует очень много времени, усердия, а также если ты совмещаешь еще с семьей, да, как я, например, многодетная мама, то приходится организовать всю свою время,
и на работу, и на семью, а также и на свое увлечение, можно сказать. Помогает ли научный склад ума вот этой организации, то есть самоорганизации как профессионала, как научного деятеля, и вот переложить вот этот подход уже к своей семье, к своим детям, то есть чтобы и у них получился такой навык самоорганизации? Ну, скорее всего, да, потому что наши дети очень занятые. У нас есть спортсмены и занимаются музыкой, закончили музыкальную школу, например. У нас 4 детей, и хорошо, что меня поддерживает моя семья и супруг, да, во-первых, так как от этого очень многое зависит. Ну, помимо всего прочего, мы еще знаем, что вы занимаетесь резьбой по дереву, сочиняете стихи и пишете песни. Можете об этом тоже нам поподробнее рассказать? Как сказать, это мое увлечение, приносит мне вдохновение, да, на работу. Немножко можно во время резьбы отвлечься от монотонности жизни, да, но положительно влияет. Мне кажется, каждый ученый, наверное, имеет вот какое-то такое увлечение, которое приносит вдохновение. Вот вы также вывели новый сорт пшеницы. Вообще вот для меня, как человека несколько далекого от науки, вот это, наверное, на грани чудес, да? То есть можно что-то вывести, что-то новое. Какие у него характеристики, какой сорт? Наша группа, где я руковожу, мы занимаемся селекцией не только пшеницы, в общем зерновых культур. У нас и пшеница, овес, ячмень, озимая рожь. Сейчас у нас самая главная задача вот создать такие сорта, которые приспособлены к нашим суровым якутским условиям. И сортов у нас достаточно, и мы как бы работаем над этим, чтобы ее распространить для хозяйств нашей республики. И чтобы создать один сорт, где-то требуется больше 10 лет. А селекция вот начиналась, наверное, с каких-то разновидностей, которые устояли в наши морозы, то есть уже есть какие-то виды? Мы получаем образцы из Всероссийского института растениеводства. Там находится мировая коллекция растений, то есть там размножаются и сохраняются семена со всего мира. И мы подбираем оттуда родительские формы и скрещиваем с местными сортами. И вот получаем наши гибридные линии, потом далее сорта. Но у всех ученых есть какая-то такая мечта, которая их вдохновляет. Вот ваша конечная цель, как вы ее видите через много-много лет? Какой сорт вывести, чтобы он прославил, допустим, вас, республику? Но мы сейчас начали налаживать систему семеноводства, да, чтобы распространить наши семена. Вот я думаю, в будущем, чтобы наши сорта не только у нас в Якутии были, но и по всей России. Я представляю, то есть за короткое лето вырастить, собрать урожай, Да. это будет здорово. Удается ли обменяться опытом с коллегами из других регионов, из других, может быть, стран? Да, мы держим связь и с Москвой, и с Санкт-Петербургом, и с другими селекционными центрами, которые у нас есть. И, ездим на конференции, например. Есть какой-то результат обмена опытом? Ну, то есть что-то вывели совместно, например? У нас совместные сорта есть, новосибирские сорта, то есть они нам отправляли свои гибриды, мы оценивали, и вот по озимой же у нас получился новый, единственный пока в Якутии сорт Чалбон. Это совместно. Уникальность его? Зимостойкость 100%, то есть мы ее осенью высеваем, и она 100% зимует в наших условиях, и весной прорастает. Потрясающе. Здорово. Елена, мы желаем вам, вашему коллективу, вашим коллегам, конечно же, успехов и еще раз поздравляем с праздником. Спасибо. Спасибо вам большое, что пришли. И в вашем лице поздравляем, конечно, всех женщин, которые посвятили себя науке. Дорогие друзья, хочется сказать, что удивительно, когда женщины совмещают в себе столько прекрасных качеств. И наверняка, чтобы все успевать, мы сейчас все переключились, получается, на какие-то информационные системы. Мы общаемся в мессенджерах, мы общаемся через электронную почту. И вот здесь хочется напомнить, что даже если это какие-то быстрые сообщения на бегу, да, куда-то летите, нужно соблюдать правила этикета. И поэтому я для вас приготовила в нашей постоянной рубрике краткий обзор на эти правила. Итак, мы хотим сообщить о том, что сегодня, допустим, задержимся на работе родным. Так и пишем в группе близких: «Добрый вечер, родные, я задержусь». Все понятно, все просто. Но что делать, если речь идет о деловой переписке? Первое.
Деловые вопросы решаем в рабочее время, то есть с 9 до 18:00. После 18 деловая переписка недопустима. Вы не знаете, где находится человек, и, возможно, у него уже закончился рабочий день, и он не обязан вам отвечать. Если речь идет о личных вопросах, то личные вопросы можно решать с 12 дня до 21:00. В дальнейшем можем писать только очень близким людям. Начинаем, конечно, с приветствия. Здравствуйте. И дальше суть вопроса. Именно пишем. Почему так часто сейчас и вызывает негодование голосовые сообщения? Ими пользуются абсолютно все, но помним, что голосовое сообщение допустимо только в ответ на голосовое сообщение и в личной переписке с близкими людьми. Почему? Потому что, возможно, у человека нет с собой возможности прослушать голосовое сообщение с помощью наушников. Значит, ваше сообщение услышат все окружающие люди. Выбираем фразы. Если вы в ответ шлете голосовое сообщение, то оно должно быть кратким, четким и по существу. Как часто здесь мы видим замечательные картинки, смайлики, какие-то новости. И так хочется ими поделиться со всем миром. Но помним, что смайлики допустимы в общении с очень хорошо знакомыми людьми и недопустимы в деловой переписке. Что касается всяких смешных картинок, их в рабочее время лучше вообще не высылать, потому что считается, что это развлекательный контент, и, соответственно, вы отвлекаете человека от работы. Если вы писали давно, то есть даже если между сообщениями прошло, допустим, 2-3 часа, вы увидели, что ответ не был получен или переписка была завершена, то вновь здороваемся. Не ответили на сообщение, особенно незнакомые люди или деловой переписки, допустимо напомнить о себе только на следующие сутки. То есть до этого момента о себе не напоминаем. Не допускается в любой переписке грамматических ошибок. Переписывайтесь с удовольствием. И, конечно, я всегда за активное общение, с соблюдением правил этикета. Вероника, ты сама выполняешь эти правила? Да, на самом деле я выполняю, я стараюсь никому поздно не звонить, но есть небольшая проблема у коллег, потому что работаем с разными регионами как адвокаты, и бывают прецеденты, конечно, что не забываются немножко во времени, и я отвечаю на звонки и в 23:00, и в 00, и у меня совещание где-нибудь в час ночи, в общем, такое расписание не вот очень. мы недавно же, по-моему, в одном из эфиров, по-моему, на позапрошлой неделе была новость про то, что мужчина подал в суд на свою начальницу, которая ему постоянно звонила по ночам, то есть он жаловался на очень здесь пикантный немножко другая вопрос. ситуация, адвокаты, во-первых, да. И, кстати, выиграл да, судебное дело, безусловно. теперь выручил штраф, Но соответственно. это только первая инстанция, нужно, чтобы еще решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции, поэтому наблюдаем за этим делом с интересом, потом, может, сделаем обзор для вас, дорогие наши телезрители, чем же дело закончилось. На самом деле, да, нужно соблюдать правила этикета, в переписке особенно, потому что не всегда, вот как раз, что касается смайликов, не всегда вашу мысль, которую вы хотели донести, можно донести не совсем корректно, и, получается, смайлик может быть расценен другим человеком очень обидно, допустим, что вы смеетесь над ним, не над шуткой, не над ситуацией. Поэтому очень корректно излагаем мысли, и вообще стараемся не переходить на личности, если речь идет о рабочей переписке. Ну и, конечно, помним, что все интересные новости мы дублируем в нашем телеграм-канале и обязательно на нашей странице ВК. Да, и если вы вдруг пропустили наши эфиры, то также можно увидеть в сообществе ВКонтакте. Не забывайте про это. Ну, а также смотрите нас в прямом эфире на приложении НВК Саха. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Заброшенные участки могут изъять у владельцев уже с 1 марта. Согласно новым правилам, собственникам дается 3 года на освоение полученной земли. Отсутствие какой-либо активности на участке в течение этого срока может привести к штрафу, а в дальнейшем и к изъятию. Перед этим владельцу будут направлены уведомления с требованием устранить нарушения. Сам закон направлен на то, чтобы побудить владельцев ухаживать за своими участками и использовать их по назначению. Например, если участок предназначен для строительства, в течение 3 лет необходимо начать работы, например, хотя бы заложить фундамент.
Ветераны специальной военной операции могут оформить идентификационную карту. С ее помощью можно получать предусмотренные льготы и использовать как банковскую. Об этом в ходе брифинга накануне сообщил заместитель председателя правительства Якутии Георгий Степанов. С помощью карты ветеран боевых действий сможет получать предусмотренные льготы, использовать ее как банковскую. Ну а электронное удостоверение можно оформить на портале госуслуг или в филиалах Промсвязьбанка. Работы по расширению количества банков-участников будут продолжены, отметил Степанов. Другим темам в Русском театре проводится очередной набор в театральную студию для школьников, желающих связать свою жизнь с актерской профессией. Уже в третий раз художественный совет театра проводит кастинг школьников для занятий в театральной студии. Лучшие слушатели, которые смогут поступить на целевое место в одни из ведущих театральных вузов страны, например, Театральное училище имени Щукина. Для вступительных испытаний каждый кандидат подготовил стихотворение, басню и песню. Все как при творческих испытаниях в вузе. Оценивают потенциальных коллег ведущие артисты Русского театра. Главное все-таки верить в них, и чтобы они чувствовали эту веру. Не отбрасывать их, как безнадежных. Вы ничего не умеете, вы ничего не знаете. Нет, надо всем верить. Всегда. И тогда у них тоже какие-то силы появятся. В своих возможных таких достижениях, или как это можно сказать. А на данном случае это творчество. И в завершении поговорим о спорте. В Мирнинском районе прошли отборочные соревнования по боксу к чемпионату республики и к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Алмазной, столице, уже этим летом. Всего в первенстве участвовали 42 боксера из 7 команд. По-настоящему боевую атмосферу ощутили студенты Мирнинского регионального технического колледжа. Призерами турнира стали все 15 студентов. Надежда, да, есть. Мы рассчитываем, что на всероссийском соревновании Мирнинский район мы не обидим. То есть будут золотые медали. И пару человек мы, если получится, выполнят мастера спорта Российской Федерации. Там всего хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Но если вам не хватило забавных новостей, то следующее видео вам наверняка понравится. В китайском зоопарке построили бассейн для свиней со специальной вышкой, с которой поросята дружно прыгают в воду. Достаточно специфичная горочка. Слушай, я не знаю, они сами, да, прыгают? Ну, видимо, да. Такое ощущение, что их выталкивает оттуда. Нет, смотри, ну они же спокойно там доходят. Мне кажется, они не то чтобы прыгают, они поднимаются, видишь, по коридорчику наверх и потом просто остаются на краю. А так как вода стекает, им скользко, они вываливаются. А у меня немного другой вид на это. То есть они, видишь, хотят выбраться из воды. Единственный выход — это туда, вот в дверцу, а там их ловят люди и поднимают обратно. Знаешь, сколько времени это бы занимало? Не, мне кажется, они все-таки там скользко, мне кажется, просто. Они скатываются. Или друг друга толкают. Ладно, давай так. Ну, предположений, в общем, много. Да, в общем, они говорим то, что развлекаются. это замечательные поросята, которые занимаются плаванием. Да. Вот, ну, а в Якутске не менее забавные покатушки ждут детвору в Ледовом парке на 202-м микрорайоне. Уже на этой неделе парк будет готов принять посетителей. Наши юные корреспонденты уже побывали там и лично проверили ледяные горки. Давайте посмотрим. Посетители смогут посмотреть на ледяные и снежные фигуры, а также прокатиться на горках. Уже с начала зимы специалисты трудятся над созданием волшебного ледового парка «Северное сияние». Там построили большую ледовую арену, где все смогут покататься на коньках. А еще есть много разных горок. Для малышей сделали маленькие горочки, а для ребят постарше длинную 200-метровую горку. Можно будет взять с собой свои санки, ледянки и коньки. Но если у вас их нет, то все это можно взять прямо там, в прокате. Какие работы уже были проведены и какие вам еще предстоит сделать? Проведена уже почти вся работа, вот, горки построены, ледяные скульптуры, конкурсы тоже уже в декабре все закончено были. Сейчас осталось только трассу сделать на снегоход «Банан», территорию почистить, ну и залить каток, технику выставить и все.
На территории парка уже появились удивительные снежные и ледяные скульптуры, сделанные в рамках конкурса «Бриллиант Якутии». Эти шедевры были сделаны мастерами не только из Якутии, но и из других краев мира – Китая, Монголии, Приморского и Хабаровского краев. Сейчас в парке работает известный художник Ян Стрекаловский, который имеет огромный опыт, целых 30 лет в создании таких замечательных скульптур. Почему вы решили заняться именно скульптурами? Скульптурой? Ну, я сам закончил Намское педагогическое училище. Я сам преподаватель визуала, то есть черчения и труда. И вот, ну, и от того и начал. Я с детства, в детстве в школе я занимался там, так, ну, при холодном искусстве, там, сделали там чарану, котия, всякие фигурки. И оттуда и пошла, наверное, такая хобби. А можете рассказать про эту скульптуру? Ну, мы здесь уже работаем почти 10 дней. Эта скульптура у нас это горка, туннель. Там внутри лед. И вот оттуда, ну как это серпантин. Вот вчера снегом все закрыли. И вот у нас остался завершающий этап. Последние месяцы в Якутске были необычайно теплыми, и согласно прогнозам метеорологов, такая погода сохранится. Это отличная новость для всех любителей зимних развлечений. Жители Якутска смогут в полной мере насладиться всеми прелестями зимы. Ощутите настоящий зимний дух в Ледовом парке, торжественное открытие которого запланировано на 14 февраля. Валерия Антонова, Илья Сыромятников, Якутск. Мне кажется, многие посетят 14 февраля замечательный парк, потому что мы все с нетерпением ждали таких вот снежных, прекрасных, забавных, морозных развлечений. А парк — это всегда классно. Да, поэтому, если что, планируйте, да, свои походы. Но я думаю, что в феврале погода, надеюсь, будет потеплее. Как нам сказали. Поэтому настраивайтесь на хорошее настроение, на прекрасную неделю и оставайтесь каждое утро вместе с нами. До завтра.